В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хациев. У нас сегодня в гостях Исмаил Денилханов, председатель Общественной палаты Чеченской Республики. Говорим мы сегодня о референдуме. Исмаил Маршо. Роль референдума для чеченского народа. В первую очередь, я, конечно, хочу поздравить всех наших граждан, и в первую очередь главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, с Днем Конституции, потому что это действительно наш, наверное, из важнейших праздников. В первую очередь, это государствообразующий праздник, потому что после принятия Конституции мы стали частью Российской Федерации, составной частью, и, конечно, мы получили все символы государственности. Это герб, гимн, флаг и другие атрибуты. Какова роль Ахмада Хаджи? Я думаю, что историю надо еще чуть-чуть прокрутить обратно, потому что мы помним Ахмад Хаджи, в первую очередь, это, конечно, человек, который написал эту Конституцию. А во-вторых, это человек, который сделал все для того, чтобы эта Конституция была принята, то есть все соответствующие действия. То есть не просто написал, а принимал различные меры. Более того, до проведения референдума, помню, был проведен Всемирный съезд, где решался вопрос о проведении референдума, главным вопросом был. И, конечно, Ахмад Хаджи сделал все для того, чтобы съезд состоялся, референдум позже состоялся, явка была высокая, 95% наших жителей проголосовали за принятие этой Конституции. Сегодня Чеченская Республика, благодаря этой Конституции, этому фундаменту, развивается и находится в авангарде всех экономических, социальных, политических событий, которые происходят в Российской Федерации, в том числе и на мировой арене. Как вы думаете, почему у нас в самое сложное время для чеченского народа было важно принять референдум? Ну, если мы помним, то для того, чтобы наладить мирную жизнь, Ахмад Хаджи понимал, что нужно наладить институты государственной власти в первую очередь, а их такового не было. Только принятие Конституции нам давало возможность далее формировать правительство, провести демократические выборы и избрать легитимного президента, за который проголосовали. Нам нужно было создать все структуры государственной власти, законодательного органа и других сферах. То есть, соответственно, Ахмад Хаджи понимал, как я уже говорил, и о принятии Конституции это уже паспорт субъекта, это гарантия прав и свобод человека, гражданина, который проживает на этой территории. Где вы находились в этот день? Ну, на тот момент я находился дома, то есть в родном селе Чечен-Наул, и, как и все граждане, которым было 18, принимал участие в голосовании. Хотя это было очень трудное время, потому что на тот момент у нас проходил КТО, то есть и с учетом такой безопасности для граждан люди пришли на выбор, проголосовали. Исмаил, какие-то изменения, разницу вы почувствовали после принятия референдума и до? Ну, вы знаете, на тот момент я не сильно был вовлечен так в политические процессы, но, однако, сам процесс голосования и надежда людей, которые питали, которые пришли на выборы, день голосования, радостные лица, которые, в принципе, на массовых мероприятиях до этого давно не были, потому что была опасность для жизни везде. Но после этого у нас как бы процесс налаживания мирной жизни пошел на созидательном пути. Соответственно, это не заметить было невозможно. Проведение других там мероприятий связано именно с Конституцией, это выборы президента Чеченской Республики, это выборы в парламент Чеченской Республики. То есть полноценное создание государственных структур, обеспечивающих развитие территории Чеченской Республики, показало, что это было действенным, правильным инструментом. То есть Конституция – это основа. Соответственно, не заметить изменений было довольно сложно. А как вы думаете, что заставило человека, обычного человека, гражданина жителя Чеченской Республики в тот момент выйти из дома и пойти на данное мероприятие? Ну, я думаю, что для обывателя, скорее всего, это надежда в первую очередь, и понимание, и вера в том, что выбор, который нам дал Ахмад Хаджи, он правильный. Потому что его очень много показывали по телевизору, он везде выступал, он говорил, что нам надо принять Конституцию, нам надо научиться жить, как и другие люди, нам надо поставить нашу жизнь на мирные рельсы, нам надо освободиться от, скажем так, от
от того засилия иностранных агентов, которые здесь находились в лице ваххабистов. То есть все вот это давало, в первую очередь, надежду, и люди поверили в это. Ну, как творческая личность Исмаил, вы могли бы себе представить, вообразить будущее народа, если бы этого референдума не случилось бы? Вы знаете, на самом деле на тот момент мало кто мог понимать, к чему это приведет. Скорее всего, у нас всегда был горький опыт там, получения государственного строительства, и люди, скорее всего, не могли бы понять. Потому что мы даже когда сейчас говорим, что мы не совсем верим, что происходит иногда. Хотя мы живем в том будущем, о котором говорил Ахмад Таджи после его трагической гибели. Да, Аллах освободится. Помню, Рамзан Ахматович всегда говорил, что Чеченская республика будет процветать, здесь будут туристы, здесь будут здания, больницы, школы, то есть мы будем радоваться жизни. А на тот момент, конечно, это было сложно поверить, но сейчас я всегда говорю, что мы находимся в будущем, о котором говорили 20 лет назад. Исмаил Дересов. Я напоминаю нашим зрителям, что у нас в эфире был Исмаил Диниханов, председатель Общественной палаты Чеченской Республики. Мы говорили о референдуме. Дересов.